Прежде всего это связано с тем, что те люди, которые были арестованы, это активисты. Это не безразличные люди. Это те люди, которые выходили под суды, чтобы поддерживать своих соотечественников. Это те люди, которые на регулярной основе вели стримы, информировали международную общественность, информировали Украину о тех ситуациях, которые там происходят в Крыму. И естественно, что для Кремля, для де-факто власти в Крыму это абсолютно было невыгодно. И таким образом зачищают тех людей, их сажают в тюрьму, чтобы вот те противоправные действия, которые происходили в Крыму, оставались, скажем так, на полуострове, чтобы в информационном пространстве это не уходило куда-то дальше. Потому что, как мы знаем, сегодня в Крыму нет журналистики как таковой свободной, потому что еще в 2015-2016 году все украинские и крымско-татарские СМИ либо были вынуждены закрыться, либо были вынуждены выехать, либо же подстраиваться под те законы, под те правила, которые навязала новая де-факто власть. И те люди, которые своими силами, это вот стримеры, да, гражданские журналисты, пытались освещать те события, пытались доносить информацию, естественно, что они невыгодны для оккупационной власти. И таким образом, когда вот мы видим, что вот такие массовые обыски проходят, понятно, их там обвиняют там, в Хизбут Тахрир и так далее, все политически мотивированные дела, как многие отмечают, и многие правозащитники акцентируют на этом внимание. Но на самом деле мы понимаем, что это вот зачистка стримеров, активистов и так далее. Ну и, конечно же, стоит отметить, что это попытка запугать крымско-татарский народ. И вообще все эти действия, которые сегодня происходят в Крыму, все эти обыски, задержания, аресты, вот эти все нарушения, которые мы фиксируем, и на справедливый суд, и на наивысший достижимый уровень физического здоровья. Таким образом пытаются запугать весь крымско-татарский народ, пытаются запугать тех людей, которые на сегодняшний день все еще остаются нелояльными к действиям оккупационной власти.